Время скоротечно. Казалось, еще совсем недавно ингушский народ находился на распутье, не имел более или менее сформировавшихся государственных институтов, четкой концепции экономического и социального развития. И лишь благодаря неимоверным усилиям всего ингушского народа, помощи федерального центра, желанию иметь собственную государственность, созидать и быть равными с другими субъектами Российской Федерации, мы пришли к тому, что имеем на сегодняшний день и чем могут гордиться наши потомки. Много славных сыновей ингушского народа приближали этот день, не считаясь со временем, здоровьем, материальными затратами, спокойствием своих родных и близких. В их числе, несомненно, и депутат Верховного Совета СССР Муса Дарсигов, к сожалению, ныне покойный, который в памяти народа навсегда остался патриотом, человеком слова и дела, принципиальным и стойким общественным деятелем. Муса Юсупович Дарсигов родился в 1938 году. В 1956 году окончил школу в Михайловском районе Целиноградской области. Свою трудовую деятельность начал в колхозе Вишневского района в 1948 году. С 1960 года Муса Дарсигов работает бригадиром в совхозе Алханчуртовский Малгобекского района ЧССР. В 1974 году вступил в ряды КПСС. 26 марта 1989 года Муса Дарсигов всенародно избирается депутатом СССР. 31 мая 1989 года на съезде Верховного Совета СССР избирается членом Комитета Верховного Совета по делам национальностей. 26 июня 1989 года член Комиссии Совета национальностей по национальной политике и межнациональным отношениям. В 1991 году член Совета Союза. Истоки самого этого процесса национального возрождения, восстановления национальной государственности было заложено еще в 50-е и 70-х годах. Мы помним январские события в городе Грозном, когда именно стал вопрос, ингушская общественность ставила вопрос о восстановлении своих прав. В общем, и наиболее, конечно, активные процессы воссоздания ингушской автономии, ингушской республики, конечно, пали на период перестройки, начиная с 1985 года, когда в советской стране была объявлена гласность, был взят курс на перестройку, и уже те проблемы, которые находились в глубокой стагнации, и можно даже сказать ингушской, и можно даже сказать искусственной консервации, то они стали уже обсуждаемы именно в этот период. И именно в этот период, начиная с 1988 года, и началось очень мощное национальное движение в Ингушетии, направленное на воссоздание именно ингушской государственности. Но в мае 1988 года создается инициативная группа НИСХО, которая через год, в декабре 1989 года, преобразовалась в Демократическую партию НИСХО. В том же 1989 году, в январе месяце, создается культурно-историческое общество Дякости. И вот уже на федеральном уровне, на всесоюзном уровне вопросы ингушской государственности, восстановления ингушской государственности лоббировали уже наши земляки, депутаты Муса Дарсигов, Хамзат Фаргиев. 1989 год, конечно, это был годом, наверное, переломным в истории страны. Впервые избирались депутаты СССР, народные депутаты, и, соответственно, избирался Верховный Совет СССР. Это была веха, наверное, очень серьезная в истории. И, конечно, перед глазами очень много людей,
учитывая, что я работал на постоянной основе в Верховном Совете СССР, был заместителем Ельцина Бориса Николаевича в Комитете по строительству и архитектуре. Первое ваше знакомство с Мусой Дарсигом, вот каким вы его запомнили? Ну, это было, наверное, 88-й год, наверное, когда нас избрали народным депутатом СССР, и делегаты член Ингушской республики приехал в Москву. Ну, там разные люди были, но трое очень бросались в глаза. Это, с одной стороны, Махмуд Исимбаев со своей, так сказать, каракулевой шапкой ченской. А Фатеев был очень крупный сам по себе. И Муса, значит, он тоже такой крупный, такой, ну, такой, я бы сказал, даже широкоплечий мужчина. И они втроем сразу, вот, когда мы фотографировались, их втроем было видно сразу. Ну, второе, очень быстро, вот, по мере знакомства, мы начали вместе работать, там же постоянно шли заседания. Проявилась вот одна из таких, я бы сказал, наиболее его ярких черт – это воспитанность. Муса был воспитанный человек. Он никогда, так сказать, я не слышал, чтобы он, хотя он был такой немножко даже вспыльчивый, но воспитанный был. Никогда не слышал, чтобы он кого-нибудь перебил или там быстро полез там какое-то свое мнение высказывать. Ну, твердый, вот, ну, очень такой, я бы сказал, война настоящая. Война, я так говорю. Будучи уже избранным депутатом СССР, Верховного Совета СССР, Муса Юсупович уехал в Москву. Я, значит, как, не знаю, Муса Юсупович посчитал, что я гожусь для помощников. Один из помощников его был я. Люди до сих пор помнят неуемную энергию, настойчивость достижений своих целей и, конечно же, порядочность Мусы Юсуповича Дарсигова. К нему прислушивался Горбачев, Михаил Сергеевич Лукьянов, но и прислушивался съезд, потому что съезд – это действительно была элита всех республик тогдашнего СССР. Все люди были известные, было много выдающихся государственных деятелей. Если раньше обязательным членом Верховного Совета СССР, ну, были командующие округами, первые секретари республик, первые секретари крупных регионов, то в 1989 году уже были другие совсем люди. А я, как уже говорил, был промышленником, директором комбината. Дарсигов был, насколько я помню, бригадир в одном из совхозов. Но его выступление на трибуне съезда, я скажу, это были гораздо серьезнее, наверное, и продуманные, чем выступления многих секретарей, точнее, первых секретарей обкомов партий, республик, первых секретарей, которые по своему статусу без выбора фактически входили в состав съезда, в состав Верховного Совета СССР. Народные депутаты делились по группам. Группа, вот помните, значит, межрегиональная группа, которую создал Попов, Ельцин. А была, значит, межрегиональная группа народных депутатов, которые, в общем-то, вот, в создании которой вот участвовал и я, и Муса, и, значит, из Абхазии депутат Ардзимба, бывший потом президентом долгое время Владислав, потом поэт из Калмыкии, все забывать начинаю, Давид Кугультинов. Вот, и достаточно мощная группа
автономных республик, народных депутатов, которые голосовали согласованно. И Муса был участником именно этой группы, и мы, в общем-то, многих решений, многих законов имели очень большой вес, потому что численность высокая была за автономную республику. И здесь надо сказать, что вот мы собирались отдельно, мы договаривались, как и мы будем говорить здесь. Муса очень твердо всегда вел свою позицию. Куда ни глянь. Было время, что я пожалел, что стал депутатом. У тебя не было возможности выступить с трибуны, сказать то, что думаешь. Но с помощью Всевышнего получилось так, что руководство Верховного Совета стало благоволить мне. Со мной почти ежедневно общался Горбачев, причем встречи эти происходили в большинстве случаев по его инициативе. Не успев начать свой тяжелый путь в борьбе за справедливость, Муса Дарсигов своим человеческим обаянием сумел расположить к себе многих авторитетных людей. Полное уважение к Мусе Юсуповичу Дарсигову и слова известного в то время депутата Верховного Совета СССР Рафика Нишанова. Прежде всего хотел бы отметить, что съезд народных депутатов СССР был, можно сказать, выдающимся событием XX века. На съезде были представлены все слои населения Советского Союза и всех республик. Там были и ученые, и деятели культуры, и деятели промышленности, представители сельского хозяйства. Но это был очень выдающийся форум, который положил начало проведению серьезных перемен в Советском Союзе. В числе вот этих выдающихся депутатов по национально-территориальному округу Назраны был избран Муса Юсупович, очень уважаемый человек. Он входил в состав Совета национальностей. И когда меня избирали в состав Совета национальностей, Муса Юсупович активно поддержал. А потом в течение продолжительного времени, пока заседал съезд, пока заседал Верховный Совет СССР, мы всегда с ним поддерживали самые активные отношения. Он не только занимался только делами своей республики, но он был как бы государственный человек. Он беспокоился о развитии Советского Союза, о проведении перестройки, о перестройке промышленности, сельского хозяйства, чтобы все население Советского Союза жило в хороших, благоприятных условиях. Все мы знаем Аскара Акаева, бывшего президента Киргизии, как умного и опытного политика. Он сразу увидел в Мусе Дарсигове человека, неравнодушного к проблемам не только своего народа, но и всей страны в целом. Иногда бывает, что люди высшим образованием, многими дипломами, вы знаете, они говорят штампом, вот, и это не трогает сердца и души людей. А Муса Юсупович, хоть он не имел высокого образования, но у него мысли, они шли, у него его цели, они шли от его щедрой такой души, от сердца, которого вот он служил народу. И поэтому, конечно, его слова простые, ясные, они очень вдохновляли людей. Я это очень хорошо помню, каким энтузиазмом его слушали в Ингушетии, когда мы вот встречались, члены комиссии. Большой любовью к нему относились. И он оправдал, Муса Юсупович, считаю, сыграл ключевую роль как раз в принятии постановления, имеющего силу закона о реабилитации репрессированных народов. Таким образом, он сыграл такую выдающуюся роль не только для своего родного ингушского народа, но и для всех для всех репрессированных народов, а их ведь было много.
Многие депутаты запомнили Мусу Дарсигова благодаря его активности. К нему прислушивались первые лица государства. С Мусой я познакомился здесь, в Москве, будучи депутатом Верховного Совета СССР. Муса активно занимался вопросом восстановления территориальной целостности Ингушской республики, ингушского субъекта. А мы тоже, Народный совет, оргкомитет, Народный совет, занимались параллельно тоже этим вопросом. Активно выступая, добывался и приема тогдашнему президенту Горбачеву Михаилу Сергеевичу, и объяснение ему суть вопроса, чтобы справедливо его разрешали. Обращался активно с ведущими депутатами и от союзных республик, и от Российской Федерации, с таким же депутатом, кто имел вес в этом вопросе, кто мог решать, повлиять на решение этого вопроса. Но он располагал к себе одним даже своим только видом. Вот первое, так сказать, слово, которое он скажет, его доброжелательность невероятная, такое вот чувство, причем сопряженное с чувством своего собственного большого достоинства. Он никогда не как-то не лебезил ни перед кем, никогда не старался там быть каким-то, я не знаю, сладким, сахарным и так далее. Он был очень спокойный, такой серьезный человек, но очень какой-то в то же время живой. И мог и улыбнуться, мог и пошутить. И был, вот, когда с ним встречался, то как-то вот это просто было приятно. Он был очень обаятельный человек. Очень такой, я бы сказал, незаурядная личность. Слово имеет депутат Дарсигов, подготовится депутату Прокушеву, потом Шаповаленко. 3 минуты. Уважаемый президент, уважаемые народные депутаты, я отношусь с репрессированным народом. Вы знаете, что ингушский народ поставил, он не сейчас, он лет 40 добивает своей правоты, но не может никак добиться истинной правды. Дарсигов добивался решения всех проблем, которые были там, на Северном Кавказе. В начале октября 1989 года с огромным трудом и с большими препятствиями Муса Дарсигов сумел встретиться с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Председателем оргкомитета в то время был Адзоев. Вдвоем мы нанесли визит Михаилу Горбачеву в его кабинет. Несмотря на просьбу Горбачева присесть, я несколько раз отказался, мотивируя это тем, что забуду то, что я должен сказать. Горбачев прикрикнул, мол, садись. В ответ на это я сказал: я не хочу с вами больше беседовать. Михаил Сергеевич смягчился и бросил одно единственное слово: говори. Вот это мужской разговор, сказал я, Михаил Сергеевич. Я пришел говорить не за себя, а за весь ингушский народ. Нас обзывают бандитами, говорят, что у нас нет высокопоставленных военных. Никто из нашего народа не может занять достойный пост. После моих слов Горбачев сразу дал указания Нишанову и Крючкову насчет принятия декларации. Когда они оттуда вышли, Иса был удивлен тем, что как просто, как легко Муса Юсупович общается с первыми руководителями страны, как он излагает проблему. Он не был приверженцем каких-то там партий, вот этих. Его интересовала судьба народа. Страшно переживал. Страшно, как порядочный человек, очень, кстати, любил он людей. Так, и он все переживал, вот как, что, так вот. Правда, один был период, когда он по несколько раз звонил мне.
и домой, и на работу. Я ему сказал, я говорю, будут вопросы, всегда звони мне. Вот, так что я считаю, что он сыграл очень хорошую роль. Он как-то укрепил меня в правильности вот той линии, которую вот мы наметили. Причем в Верховном Совете было очень сложно провести эту линию. Там были другие фракции, другие ориентации. Так, очень серьезную роль играли депутаты из другой республики. Так вот. Светлый человек, очень порядочный, очень внутренне красивый такой человек, который вызывал к себе уважение. Так, он умел достойно вести разговор в правительстве и депутатов. Это был очень культурный человек, очень много читал он, так, очень много читал, очень много знал. Вот. Настоящий патриот. Руслан Хасбулатов находился тогда в двойственном положении. Во-первых, он сам был из числа репрессированных. Во-вторых, как человек государственный и занимающий большую должность, он не мог высказать свою заинтересованность в рассмотрении закона о реабилитации прав репрессированных народов. Я же председатель Верховного Совета. Все прекрасно понимали, в общем-то, мои симпатии, но я не должен был это показывать как председатель, чтобы не обвинили тут же в предвзятости и прочее. Вот это приходилось лавировать. Очень тонко вот так лавировать, вот так сказать, вот между Сциллой и Харибдой, вот не обидеть и ту, и другую сторону, тем более, что ингушская сторона уже была обижена тем, что она вдруг оказалась, так сказать, без субъекта, без каких-то своих представительных органов власти на уровне соответствующем. Конечно, в одиночку Муса Дарсигов был бы не в состоянии решать накопившиеся проблемы. В этом ему помогали и другие депутаты, в том числе и из Чечено-Ингушетии. Это был замечательный человек, вот, действительно, очень добродушный, очень такой вот, людей он любил, он с огромным вот таким настороженностью, с тревогой смотрел на деятельность некоторых депутатов, и чеченских, и ингушских, и соседних республик. Так, вот он все время вот видел вот это разгорающееся, вот это какая-то ненависть, вот переживал по этому поводу. Так, и он видел тоже, что я понимаю, но при всем могуществе моем, а я был, конечно, очень влиятельный, и Верховный Совет был при мне влиятельный, но я же все-таки не президент. Он всей душой и мыслями был с народом, но постоянные стрессы негативно сказывались на его здоровье. Будучи депутатом, это была очень сложная работа, очень ответственная работа, очень напряженная работа. Сутками они там сидели, мне приходилось по 2-3 дня не видеть его, потому что он был там, в зале, выходил, он был выжатый лимон, еле-еле доходил до койки. Даже, я помню, он сутками не ел. Вот он был занят этой проблемой, своей работой. Но напряжение, конечно, на него сказалось, и получил он инфаркт. Получив инфаркт, значит, мы быстро обратились, и, конечно, как депутата, как уже любимца своего, его быстро госпитализировали в Кремлевскую больницу. Я находился возле него. И в этот день сессия началась. И несколько человек выступили, депутаты выступили на сессии, выступили не так, как хотелось бы Мусею Юсуповичу. То есть по отношению к тем вопросам, которые касались ингушского народа, репрессированных народов, создания республики и прочее. А вот косвенно те депутаты, которые выступали, негативно отозвали, что это не проблема, что это не надо рассматривать на съезде и так далее, и так далее. Вы бы видели, что с Мусой происходило. Муса взбунтовался. Ахмед говорит, я должен поехать на сессию. Я говорю, Муса, дорогой, нельзя. Нас не выпустят. Это Кремлевская больница, профессура.
лечащий врач, доктор наук, он не разрешит нам. Делай, что хочешь, вези меня на Крылемский дом съездов, я должен сегодня выступить. Я говорю, Муса Юсупович, ну регламент, ну не дадут нам, ну много там таких вещей, которые мы не сможем преодолеть. Нельзя, ваше здоровье превыше всего. В конце концов, жизнь дороже, чем смерть. Ну как так можно рисковать? Он меня заставил подойти к врачу, я пришел к лечащему врачу, я говорю, так и так. Он говорит, вы что, с ума сошли, молодой человек? Вы что, убить его хотите? Говорит, я не беру на себя ответственность за его жизнь. С инфарктом человек поступил. Я захожу, говорю, Муса Юсупович, нас не пускают. Ты не мужчина, ты должен организовать. Все, он в больничной форме. Ну, я знаю, что бесполезно его остановить. Я спустился вниз, быстро подогнал такси. Тайным ходом его вывел. Сели мы на такси, я говорю, Муса Юсупович, ради Бога, только не в этой одежде, в Кремлевский дворец. Еле пришлось уговорить его завести в номер. Он переоделся, значит, я одел форму приличную, и он туда пришел. Я прошу вас, народные депутаты, поддержать не том, что мою проблему, месхетинскую, немецкую. Да и в этом зале ни одного человека нет, чтобы не пострадал, чтобы репрессий не было. Зачем не выступающий президент или другой? Надо задевать, уважаемый Михаил Сергеевич. Вас люди уважают. Вы должны... Это вопрос. При выступлении обязательно надо говорить, а вы никогда об этом не говорите. Редко говорите. У меня все. Я прошу, извините меня, конечно. Но прошу вас, поддержите репрессии народа, поддержите, чтобы этот вопрос решился. Раз навсегда надо покончить с этим вот так. Он был из народа, его речь была не очень точная, может быть, и не слишком там изящная по интеллигенции. Но он был нормальный, умный, воспитанный, прямо от земли, от сахи, как в советское время, человек. Поэтому он имел право обращаться так к Горбачеву. И Горбачев это правильно понимал. Между ними возраст, небольшая разница в возрасте была. А тогда было время, когда все-таки уже разница в должностях все-таки меньше оценивалась. Это сейчас даже больше значительно разница в должностях. Поэтому он правильно обратился, и я думаю, мы тогда и настояли на многом. Значит, чтобы все-таки тогда началось положительные изменения вот, во всех вопросах, касающихся вот этого спорного и очень сложного вопроса. Просто вот я затронул его, что все-таки хорошо, что вот этот фильм готовится. Хорошо, что память сохраняется, потому что вот те события, которые были в те годы, фактически навсегда останутся в истории ингушского народа. Там лежат, так сказать, победы народа, там и поражения сидят. Одна беда объединяла многие народы, которые оказались под гнетом Сталина. Муса Юсупович всегда стремился к тому, чтобы справедливость была на высоте. Он ставил конкретно задачу, говорил, вы должны решить задачу внутри страны, а не по миру кататься, ездить, решать проблемы мировые. Наша задача, вот в первую очередь, решить свои внутренние проблемы. Муса Дарсигов устраивал много плодотворных встреч с первыми лицами государства. Также своими усилиями он добился встречи нашего духовенства с патриархом России Алексием II. Организатором этого визита был через Кашурка своего помощника Муса Дарсигов. А участниками этого визита были Аушев Башир Хаджи, Пошу Ахмед Хаджи, Дарсигов Муса, Кашурка и я. Договаривался Кашурка. Принял он нас на 15 минут, Алексий II. У него там рукой аппарата был, они его называли владыкой, он нас предупредил, что вас принимают на 15 минут. Но Алексий II нас не отпустил 1,5 часа. И представились мы ему, он сам же был депутатом Верховного Совета СССР. Представились, вот Дарсигов Муса, депутат Верховного Совета СССР от Ингушетии. Он так сказал, я знаю, увидимся и так далее. И сказал, что активную поддержку он с нашей стороны получит, потому что помочь
обиженным, незаслуженно обиженным, обездоленным. Это богоугодное дело, и мы это дело должны не только поддержать, но и оказать помощь. То есть у нас визит получился очень содержательный. Я думаю, что в связи с этим визитом, когда в Верховном Совете Российской Федерации рассматривался вопрос, это тоже повлияло, когда наша делегация была там в лице других, то он написал ходатайство Верховному Совету Российской Федерации. Я лично прошу поддержать этот обездоленный народ, дать им возможность жить на территории своей родины. Муса Дарсигов во время встречи с патриархом всея Руси Алексием II говорил о проблемах ингушского народа и высылке настолько проникновенно и убедительно, что патриарх слушал депутатов от Чечено-Ингушетии целых 1,5 часа вместо заявленных 15 минут и был очень растроган. От начала до конца полностью мы раскрыли ему эту проблему и положили его на стол. Ему. И после того, он очень внимательно нас слушал, и когда отдельные моменты, мы говорили об отдельных моментах, о тех зверских издевательствах над нашим народом, когда нас выселяли, и у него даже иногда слезинки падали. Настолько была трогательная эта тема. И в заключении и Муса, и мы ему сказали, что мы хотели бы от него, как от главы христианского направления, была поддержка в решении этого вопроса. Мусу Дарсигова я уже знаю более 20 лет. Первое тесное наше знакомство завязалось именно в тот период, когда мы создавали Ингушскую республику, и в момент, когда принимали закон о реабилитации репрессированных народов. На какой должности вы были? Я тогда был муфтием ингушского народа. Я был член оргкомитета и член Народного совета по восстановлению автономии ингушского народа. А он тогда был депутат Верховного Совета СССР. И в Москве, и здесь практически мы очень часто встречались. Но и все действия, которые были связаны с Народным советом и с оргкомитетом по восстановлению ингушской государственности, конечно, без участия таких людей, как депутаты Верховного Совета СССР, конечно, редко когда проводились. Если известный на весь мир танцор Махмуд Эсэмбаев выражал свое отношение и свою позицию посредством танца, то в Мусе Дарсигове он увидел человека с крепкими корнями. Именно благодаря ему Муса Дарсигов смог познакомиться с людьми, которые так или иначе могли помочь ему в достижении поставленных целей. Я как бы помогал Махмуду Эсэмбаеву что-то выполнять юридические работы, а он сказал, ну, ты национальные вопросы касаешься, все время меня спрашиваешь, вот, я тебя потом познакомлю с ингушами, Дарсиговым и Фаргиевым, да. Ну, я говорю, я очень буду рад, и он меня назначает в гостинице встречу, да. Мы как раз встречались, Дарсиев, Фаргиев и Махмуд Эсэмбаев. Он побыл, объяснил, кто к чему, и мы с этого дня начали, прямо почти с первых дней работы депутатов. После того, как Муса Дарсигов в письменном виде обратился к Михаилу Сергеевичу Горбачеву 26 марта 1990 года, была создана комиссия Совета национальности Верховного Совета СССР по рассмотрению обращений ингушского народа. Председателем комиссии был назначен Беляков Анатолий Михайлович. Ситуация, сложившаяся в Чеченской Республике, требовала принятие какого-то решения. Федеральная власть должна была. Ингуши однозначно заявили о том, что Дудаеву, что нам с тобой не по пути. Дудаев объявил о том, что он не с Россией. Значит, решать надо было судьбу народа, который свое мнение, свое отношение к России
к ситуации, которая сложилась в этой республике, однозначно высказалось население за то, что мы с Россией. Но ни у кого страстного желания легко и просто образовать республику для ингушей не было. Закон о реабилитации репрессивных народов был принят в 1991 году, в апреле месяце. Но от того, что в этом законе было написано в одной из статей, что репрессированные народы при их волеизъявлении могут восстановить свою государственность, еще не говорило о том, что Ингушская республика будет восстановлена. В определенной мере этому, конечно, способствовала ситуация, сложившаяся в Чеченской республике. Но это, тем не менее, вопросы встречали очень серьезное сопротивление целых других депутатских групп. Муса прилагал все силы к тому, чтобы, значит, так была создана своя отдельная республика ингушская. И я входил в состав группы, нас было или 8, или 12 человек, уже в деталях сейчас не помню, значит, так, образовано постановлением Верховного Совета СССР для рассмотрения обращения ингушского народа, значит, так. И мы много раз выезжали на место в Чеченскую республику, встречались и с одной стороной, с другой стороной. Были очень многочисленные такие митинги. Мы начинали работу, допустим, в 10 утра, а иногда заканчивались последние митинги уже за полночь. Так все организовывалось, значит, так люди переживали, хотели довести до представителей, значит, депутатского корпуса Советского Союза свои мнения, освещали площади, выставляли, значит, трибуну и приезжали. В 11 приезжаем, только начинаем митинг вечера. Вот такая вот была обстановка. И было очень важно нам сориентироваться и правильно сделать доклад, значит, так, для Верховного Совета СССР. Значит. И нам важно было услышать, значит, так, разные мнения. И мы, конечно, сумели выбрать рациональное зерно из тех высказываний, которые были многочисленные. И в том числе, значит, так нам, значит, очень популярно свою позицию излагал Муса. Комиссия, которая работала над ингушским вопросом, встречала много проблем на своем пути. В том числе было много возмущений со стороны депутатов, но Мусу Дарсигова это не останавливало, напротив, укрепляло веру в собственные силы. Я буду обвинять руководителей. Разве можно так подавать? Не голосуйте. Ведь комиссия работала по ингушскому вопросу, дала заключение. Ни у меня не спрашивают, и у вас не буду спрашивать. Не надо так говорить, не голосуйте. Он был истинный, искренний патриот Ингушетии. Он еще по ходу работы съезда и по ходу работы сессии Верховного Совета СССР неоднократно поднимался на трибуну, неоднократно заходил ко мне на беседу и всегда ставил вопрос о самостоятельности Ингушской республики, что допущенные во времена Сталина ошибки о переселении целых народов, чтобы было исправлено, и Ингушетия, чтобы не оставалась в составе Чеченской республики, а была самостоятельной республикой. И в том, что Ингушетия приобрела свою самостоятельность, суверенитет, выдающиеся заслуги именно Мусаюсу. Если вы будете живы, дети все его будут живы-здоровы, внуки будут здоровы, это будет большая память для него. Он многое сделал, чтобы ингушский народ жил счастливо. По воле судьбы я как раз, а может быть, и Муса Юсупович рекомендовал, потому что мы были знакомы, мы дружили.
мы были коллегами. Вот. Ну, одним словом, я не помню, кто рекомендовал, но меня тоже избрали в состав этой комиссии. И я большим удовлетворением вспоминаю, как работала комиссия. Комиссия была очень такая, я должен сказать, вот сегодня создается много комиссий, которые, в общем-то, ничего не добиваются. Но эта комиссия была такая рабочая, боевая, и я помню, проделала огромную работу. Комиссия работала над этим вопросом на протяжении 9 месяцев и дала заключение о том, что обращение ингушского народа важно для оздоровления советского общества, справедливого и взвешенного разрешения проблем народов, репрессированных в годы Великой Отечественной войны. И вот мы целый месяц в 1989 году как раз посвятили этой работе, побывали во всех уголках Чечено-Ингушской автономной республики, встречались с простыми людьми в селениях, городах. Вот. И я вот здесь хотел бы подчеркнуть, как раз когда мы были в Ингушетии, я вот видел большим удовольствием, большим удовлетворением, с каким глубочайшим уважением, какой любовью относились ингуши к своему родному депутату Мусе Юсуповичу Дарсигову. Они просто в нем души не чаяли, потому что он действительно, в отличие от многих депутатов, в отличие от многих лидеров, которые в каждом деле искали свой интерес, Муса Юсупович был человек бескорыстный. Он, я вот хотел бы подчеркнуть, он вот работал, он шил вот ради будущего ингушского народа, вот ради благополучия своего народа, ради того, чтобы народ, который действительно вносил свой выдающийся труд в становление общей нашей страны, он был полностью реабилитирован, чтобы восторжествовала историческая справедливость. Он это очень хорошо понимал, вот, и он был хорошим пропагандистом. Я помню, как вот приезжаем, вот народу много стоит на площади, а первый ряд, значит, так стулья стоят и сидят старейшины. Это надо учиться другим народам, значит, как уважать, значит, вот, пожилых людей, старейшин своих, значит, так. Вот. Ну и мне очень понравилось, что никогда не звучало, значит, каких-то призывов, значит, так, к насильственному захвату, к насильственному решению. Люди просто хотели, значит, так, и просили, чтобы нормальным законодательным путем решить этот вопрос, потому что так уже не может продолжаться. Итоги поездки комиссия обсуждала на самом высоком уровне. По возвращении сюда комиссия в Москву также работала, продолжала работать. Мы писали разные варианты, потому что доложить Верховному Совету СССР, это надо ни одной запятой не ошибиться, где правильно поставить, ни одно ударение не ошибиться, где оно должно быть. И ни одно слово не сказать, то, что потом не будет понято, значит, туда, куда мы ездили, и чтобы люди не обиделись, значит, так, что их не поняли. Поэтому мы очень тщательно редактировали всегда. Вот, очень такой, ну, он, конечно, потому что и был образованный человек, академик Акаев, он же был тогда президент Академии наук Киргизии, значит, так. Он очень активно тоже участвовал, значит, так, вот, в отредактировании этих всех постановлений. Ну и мы вот, наверное, после того, когда последний раз побывали, еще месяца 2 отрабатывали все это дело. И потом вот завершили свою работу таким вот внесением предложений, которое было рассмотрено и принято. Вопрос о организации самостоятельной автономии ингушского народа в рамках Российской Федерации.
Вот здесь, я считаю, он играл просто ключевую роль, потому что я свидетель, как он тщательно собирал документы для того, чтобы обосновать объективную вот такую потребность, необходимость в создании ингушской автономии, автономной республики в рамках Российской Федерации. Вот. Я помню, как он обсуждал с нами, интересовался этим вопросом. Но я не буду больше говорить, какую мы тягость прошли. И мне избиратели, 20 тысяч человек сказали, если у вас будет какая-нибудь возможность вручить это письмо лично Горбачеву, я это вручаю. Спасибо. Я это хорошо помню, лично договаривался президентом Советского Союза Михаилом Сергеевичем Горбачевым. И, наконец, он пробился. Он был ведущим в составе делегации ингушской, большой делегации. И они вручили этот документ Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Это, конечно, сыграло свою большую роль, потому что Михаил Сергеевич как раз и дал толчок впервые. Вот. И вот так появилось решение об автономии Ингушской республики, об образовании Ингушской республики в составе, я вспоминаю точное название документа, об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. В этом, конечно, он сыграл, я считаю, ключевую, исключительную роль. Муса Юсупович говорил в лоб: многострадальный ингушский народ, его права должны быть восстановлены. Я это вам говорю, я, говорит, тракторист, я вам от земли говорю, я там живу, я знаю. Я не знаю книги, как писать, я знаю, как надо решать вот эти вопросы для того, чтобы народ мог почувствовать, чтобы поверить России. Так где правда? Почему сегодня я должен кланяться, ходить руководителям, отдай мою землю? Почему это так творится? Говорил грамотно, говорил с трибуны съезда, обоснованно. И можно себе представить, когда в зале сидит около 5000 человек, говорить перед этой аудиторией. Аудитории, повторяю, самые компетентные, наверное, и все элиты СССР, всех республик, это было непросто. Это надо иметь было мужество. Что стоит указ создать? Да и завтра. Нас же выселяли за 2 часа. За 2 часа выселили. Почему указ не создать? Человек говорит, значит, не просто по какому-то начитанному, а он говорит от жизни, выражая волю и мнение своих людей, значит, так, которых он преданно любил. И я был рад тому, что имел возможность с ним работать в Совете, в Верховном Совете СССР. Вот, и рад, что вот сегодня мы можем добрым именем, исключительно теплыми словами вспоминать его хорошие дела. На очередном съезде Михаил Сергеевич Горбачев выступил с таким обращением. Что касается Чечено-Ингушетии, я сейчас как конфликт. Недавно там по поручению руководства республики находилась группа ответственных товарищей во главе с заместителем председателя Совета министров Российской Федерации товарищем Захаровым. Надо сказать, ситуация непростая. Она привела в движение вот, особенно 2 республики, и пока никаких реальных сдвигов не произошло там. Поэтому товарищ Воротников и Власов направили письмо в Центральный комитет КПСС и Верховный Совет СССР, где они в конце указывают, что учитывая, что создавшаяся в Чечено-Ингушской ССР ситуация является весьма сложной и, очевидно, требует более углубленного изучения, считаем целесообразным незамедлительно создать специальную комиссию Совета национальности и Верховного Совета СССР для рассмотрения вопроса на месте. У
меня остались самые лучшие впечатления о Михаиле Горбачеве. Человек порядочный, чистый. Он никогда не пытался сделать плохое моему народу. Именно благодаря ему были отменены все преступные законодательные акты, которые принимала клика Сталина и Берия. Не было бы его, ничего хорошего для нас не произошло бы. С Горбачевым он в любое время на прямой дистанции разговаривал. В 1989 году на съезде народных депутатов СССР Муса Дарсигов познакомился с депутатом СССР Борисом Николаевичем Ельциным, академиком Андреем Дмитриевичем Сахаровым и Михаилом Александровичем Бочаровым. Впоследствии, когда Бориса Николаевича Ельцина выбирали председателем Президиума Верховного Совета РСФСР по просьбе помощника Бориса Николаевича Ельцина Михаила Бочарова, наш герой организовал группу поддержки, и Борис Николаевич был избран председателем Президиума Верховного Совета РСФСР. Взамен за столь тяжелый труд Муса Дарсигов хотел лишь одного, чтобы Ельцин решил вопрос по созданию Ингушской республики. Он очень беспокоился о культуре, быте, традициях своего народа. Он хотел, чтобы эта традиция развивалась в современных условиях, соответствующих нынешнему этапу развития человечества. Он хотел немедленно, так торопился, чтобы прямо по ходу работы съезда, по ходу работы сессии Верховного Совета это было осуществлено. Но я ему говорил: Мусабек, дорогой, ты не торопись, мы ради этого все работаем, это будет осуществлено. И действительно, по происшествии некоторого времени это осуществилось. И я рад, что ингушский народ выбрал самостоятельный путь развития и в составе Российской Федерации развивает свое хозяйство, свою культуру, свой родной язык и под руководством нынешних руководителей добивается необходимых успехов. 30 ноября 1991 года ингушский народ провел референдум, где изъявил желание остаться в составе России самостоятельной республикой. Салам алейкум. Не может быть неправого народа. Могут быть неправы руководители и их действия, но только не народ. Какой бы он малый ни был, малый, средний, большой, неважно, народ всегда прав. И то, что принял сейчас решение позавчера Верховный Совет Российской Федерации реабилитировать все репрессивные народы Российской Федерации, я вам об этом официально заявляю. Это значит, реабилитирован репрессивный ингушский народ. Сегодня он признан, что он прав, и никаких действий против России, против государства он не проводил. И ингушский народ в своей истории доказал, что он не агрессивен, что он добр, что он трудолюбив, что он не завоеватель. Нет, он требует справедливости. И как вы решите, или Ингушская автономная область, или Ингушская автономная республика, как вы решите, и как вы обратитесь к Верховному Совету России, так мы и решим. Мы что повели Ельцин, ну, что говорят, сам Бог, да, почти год вчера. Что касается Ельцина, то мы приятельствовали, и надо отдать должное, что без его доброй воли образование нашей республики не было бы возможным.
Ну, заставить переачу. Суд выдали яче, сойди он. После окончания референдума я и Бимбулат Богатырев побывали у Ельцина. Я, как бы пользуясь своим привилегированным положением, зашел и сел на диван. До этого он меня принимал, по моим подсчетам, 23 раза. Я организовал его встречи с разными людьми. 23 раза. Ельцин взял небольшой столик, захватил по пути стул и сел напротив меня и проговорил: «Мне товарищи посоветовали пока приостановить рассмотрение вопроса о создании Ингушской республики». Я вскочил. «Ты видишь, Борис Николаевич, свой кабинет? Вот я не выйду отсюда до тех пор, пока этот вопрос не решится положительно. Не хватало, чтобы я в глазах своего народа выглядел предателем». Тяжело вздохнув, Борис Николаевич взял свой столик и поставил на прежнее место. Затем набрал номер Руслана Хасбулатова и дал указание немедленно рассмотреть документ о создании Ингушской республики и добавил: «Срочно». Закон об образовании двух республик в равной степени Чеченской и Ингушской республики, так и вписали мы в текст Конституции Российской Федерации, ведь так, об образовании этих республик. Причем надо было одновременно делать в комплексе, чтобы не возникали большие сложности. И вот в этих вопросах я несколько раз советовался тоже вот с Мусой. Так, я ему показывал наши проекты. Он говорит: я же, говорит, не ученый, говорит, но я, говорит, чувствую, что здесь, говорит, все вы сделали как надо. Теперь, говорит, только задача, вот сумеете ли вы все это принять? Я говорю: я сумею. Так, я всегда все умел проводить. Так, я сумею. Так мы и сделали. 5 февраля 1992 года уже избранным президентом России Борисом Николаевичем Ельциным в Верховный Совет РСФСР вносится законопроект о преобразовании Чечено-Ингушской АССР в Чеченскую и Ингушскую республики в составе России. Потом идет долгая и кропотливая работа нашего депутатского корпуса в Верховном Совете СССР по принятию соответствующих документов, по разработке документов. В конечном итоге все это привело к тому, что 4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР принимается закон об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. И тут же выносится постановление о порядке введения в действие вот этого закона. Если бы не Муса, конечно, это все могло бы и не состояться. Потому что очень много было тех, кто сопротивлялся этому. Это же естественно. Никто не хочет, чтобы отдельно возникала республика. И, конечно, предпочли бы, так сказать, все это сохранить, как было. Вот он очень энергично, настойчиво этого добивался, и поэтому-то так и случилось. И он на самом высоком уровне мог общаться. Именно потому, что он был человек от народа. Это все понимали. Из народа, сам. Вот я говорю, самородок. Вот кто-то там смеется над словами Ленина, что и кухарка должна... Кстати, он никогда не говорил, что она может управлять. Он говорил, что она должна научиться управлять государством. И может научиться. Даже человек вот самый простой, эта мысль была такая. Вот бригадир, значит, совхоза, да, он был. И вот доказательство, что он смог. Он действительно был на уровне самых сильных, самых активных депутатов. Эти два, можно сказать, его выдающихся деяния, которые увенчались успехом, это его вклад неоценимый в принятие постановления о реабилитации репрессированных народов, и второе – об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Они, конечно,
заслуживают того, чтобы имя Мусы Юсуповича Дарсигова, оно было вписано золотыми буквами в историю ингушского народа, и чтобы его память была увековечена. Я так убежден, думаю, потому что, побывав тогда, 20 лет назад, в Ингушетии, в Чечне, я видел, каким уважением, какой любовью к нему относились. Я думаю, что это долг просто, это долг нынешних руководителей Ингушской республики, это долг нынешнего поколения ингушей. Я считаю, что это их святой долг, потому что надо помнить. Я вот обращаюсь к ингушскому народу, обращаюсь к лидерам ингушского народа, руководству Ингушской республики. Вот я хотел бы сказать, что он заслуживает увековечения его памяти, его светлой, незабвенной памяти, вот, как один из таких ярких представителей ингушского народа на таком очень переломном, ответственном этапе, когда решалась судьба ингушского. Я считаю, что вот создание условий для этого нового подъема, духовного подъема, вот, благополучия ингушского народа сыграл огромную роль народный депутат СССР, депутат от ингушского народа Муса Юсупович Дарсигов. И я считаю, что его память должна быть, конечно, безусловно увековечена, потому что если этого не сделать, и если обесценивается труд предыдущих поколений, то нет будущего. Расул Гамзатов очень хорошо когда-то сказал, замечательный великий сын Дагестана, России, сказал, что если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки. Поэтому надо прошлое уважать, надо помнить замечательных сыновей, увековечить их память, тогда и будущее будет процветающее у такого народа. А вот обращаясь к ингушской молодежи, я хотел бы сказать, что надо брать пример Мусы Юсуповича. Муса Юсупович был выдающимся человеком труда, вот, и он мог служить примером для всей молодежи, что именно трудом, честным, бескорыстием, служением своему народу человек может принести очень много пользы своему народу. Вот таким человеком был Муса Юсупович Дарсигов. Я считаю, что для молодежи он является образцом, замечательным примером. Вот. Ну и я считаю, что о Мусе Юсуповиче надо написать хорошую книгу, о нем надо создать хороший такой телевизионный фильм, показывать. Именно пример таких людей является лучшей воспитательной силой. Вот. И показывать в школах, в университетах, я считаю, показывать по российскому телевидению, потому что он был достойнейшим гражданином и Советского Союза, и был достойнейшим гражданином России. Ушел, я думаю, рано из жизни, потому что потерял вкус к жизни. Вот эти трагические события у него. Он был трогательный человек, вот, очень ранимый. Так, мне кажется, он просто не перенес вот это наслоение вот этих многих трагических событий одно на другое. И вот эти непрерывные переживания, так вот, они, мне кажется, вот Аллах его
что ему было просто, видимо, нетерпимо уже. Этот человек, который сделал для своего народа, я бы сказал, больше всех. Потери Мусы, конечно, для тех, кто знал его, это большие потери для нас. И никогда мы не видели, чтобы Муса говорил то, что он не думает. Это самый главный человека, что он говорит то, что он думает, а не лицемерие. Он был человек, не устающийся делать добро. И в этом великое ему спасибо от всех нас, ныне живущих. Вот я могу сказать только одно. Он свою жизнь прожил, на мой взгляд, честно, принципиально. И наши потомки и будущие поколения должны о нем помнить как одного из замечательных представителей нашего народа, который впервые оказался в таком высоком парламенте, как Верховный Совет СССР. Но что он делал, мало кто тогда. Даже там были ответственные руководители республик, в том числе и репрессированных народов. Но Мусе в этой борьбе принадлежит особое место. Сегодня республика состоялась, но вряд ли кто догадывается, как трудно было стоять у истоков ее создания. Жизненный подвиг Мусы Юсуповича Дарсигова не был отмечен на должном уровне, но будем надеяться, что этот пробел все-таки будет восполнен. Ингуши народ, я считаю, особенный. Они очень всегда были сплоченные, очень были единодушные такие, всегда стремились к справедливости, к добру. И я, конечно, от всей души поздравляю всех людей, живущих там, с этой замечательной юбилейной, можно сказать, датой, потому что 20 лет – это серьезный срок. И я надеюсь, что республика будет дальше жить и расцветать, чтобы люди были счастливы. С 20-летием нашей республики весь ингушский народ поздравляет тех, кто в той или иной мере был причастен к ее созданию. 20 лет – это небольшой срок в истории, если взять. Но вместе с тем, для народа, который приобрел свой суверенитет, свою независимость, это важнейший срок. Мы видим, что за эти 20 лет ингушский народ добился выдающихся успехов в развитии народного хозяйства, в развитии культуры, становлении государственности. Я от души поздравляю с этим событием весь ингушский народ. Желаю им здоровья, благополучия, и чтобы их светлые мечты всегда были осуществлены. Дорогие ингуши, я хотел бы от всего сердца, от всей души поздравить вас с предстоящей годовщиной образования Ингушской республики в составе Российской Федерации. Пожелать трудолюбивому ингушскому народу благополучия, процветания, а самое главное мира, чтобы был мир на этой земле. И тогда я убежден, трудолюбивым ингушским народом будет создано процветание. И я убежден, что народ Ингушетии внесет свой достойный вклад в дальнейший прогресс и процветание Российской Федерации. Поздравляю весь ингушский народ, и не только ингушский, а и все народы, которые проживают на территории Ингушетии, с этим великим праздником, когда мы имеем свою государственность, имеем свои институты, свое руководство. Мы определены как субъект Российской Федерации, как народ Российской Федерации. Желаю успехов всему нашему народу Ингушетии, дальнейшего процветания. Пользуясь случаем и в связи с тем, что в ближайшее время будет уже серьезная дата, 20 лет это все-таки серьезная дата со дня основания республики. Я, как человек, который имел какое-то отношение прямое
к реализации этой идеи, хочу от всей души пожелать, значит, всему ингушскому народу вот, счастья, здоровья, процветания, чтобы республика развивалась, чтобы она была, значит, настоящим, полнокровным вот, членом нашей Российской Федерации. Я уверен, что сегодня правительством России делается все для развития Кавказа, вот, Северного Кавказа. И я думаю, что, значит, трудные времена, которые сегодня еще имеют место быть у нас объективно, они все-таки будут скоро завершены. И я думаю, что больше будет улыбок, больше будет счастья, больше будет радости на всех лицах. Я этого желаю от души всему ингушскому народу. Я, конечно же, желаю самым искренним образом счастья, здоровья, успехов нашему народу, ингушскому народу, да, который рядом живет с чеченским народом, вот, чтобы они между собой тоже дружили, чтобы решали какие-то совместные свои вопросы, а их, наверное, немало. Ну, конечно, Ингушетия прошла очень трудные судьбы. Так, хотелось бы надеяться на то, что процесс становления так, будет более такой вот позитивный. Вот. И, конечно, я хотел бы пожелать всем. Здоровый народ должен быть здоровый. Вот я хотел бы пожелать здоровья, счастья, успехов. 20 лет – это, конечно, большой исторический, ну, в рамках нашей жизни, исторический период. Ну, а для мира, конечно, 20 лет – это вроде бы как одно мгновение. И, наверное, в эти дни, в преддверии эти 20-летия, и на самом, наверное, празднике, который, я думаю, что должен отмечаться в Ингушской республике, учитывая, что это фактически образование новой структурной единицы Российской Федерации, и, в принципе, пройдено много и тяжелых моментов становления Республики Ингушетия, а и много было бед, и много было успехов. Я думаю, что впереди гораздо лучшие времена, но никогда не надо забывать тех, кто стоял у истоков вот этого 20-летнего юбилея. Все они сделали настолько много, вроде бы для небольшого народа Ингушской республики, что, наверное, должны остаться в памяти всего населения. Каждый из наших людей, каждый гражданин республики в полном объеме осознает вот эту значимость этого процесса. Вот сейчас на пороге мы отвечаем, мы на пороге стоим 20-летие республики, и каждый из нас должен вносить вот стройный фундамент этого здания, которое называется Ингушская республика, в свой вклад в ее возрождение, в ее процветание и ее развитие. Пошло ли мое депутатство не во вред, а на пользу республике? Пускай рассудит время. За 20 лет со дня создания ингушской государственности изменилось и сделано многое, и в этом тоже заслуга Мусы Дарсигова. Это и своя столица, город Магас, и учебные заведения, и промышленные объекты, и культурные учреждения, собственные средства массовой информации и, конечно же, люди, все активнее включающиеся в процесс созидания и строительства республики. Этот набирающий обороты процесс выявил среди нас массу талантливых людей, ученых, артистов, врачей, предпринимателей и даже альпинистов, которым смиренно покоряется неприступный Эверест.
Заявили о Ингушетии в полный голос и наши спортсмены. Чемпион мира. Очень интересный поединок. Олимпийский чемпион Пекина. Одним словом, нет, пожалуй, на всем постсоветском пространстве, да и во всем мире людей, которые не знали бы о Ингушетии. А напоследок хочу зачитать строки, которые я посвятила этому, не побоюсь этого слова, великому человеку. Все проходит, и жизнь гаснет, как уголек, но память нас часто приводит к тем, кто от нас сегодня далек. К тем, кто себя никогда не жалел в борьбе за правую жизнь. К тем, кто сложный путь одолел, не дав свой народ даже словом унизить. 20 лет назад родилась наша республика, в тяжелых муках, сквозь сотни преград, и в этом крылась своя изюминка. Муса Дарсигов – один из немногих, к которому эти строки относятся. Он был из народа, и правил был строгих, к которым относится. Народ свой любить, ложь ненавидеть, правде служить, лишь добро предвидеть. Он это сумел, не дал нам упасть, трудный путь одолел, чтоб могли мы мечтать. Могли улыбаться, свой край восхвалять, Ингушетию милую день за днем воспевать. Спасибо за солнце, славный город Магаз, за день сегодняшний, за вчера, за сейчас. Вы в памяти нашей живы всегда, вам дань уважения не выдать сполна. Вы лучший из лучших, человек от земли, вам качеств присущих, увы, других не найти.